Elbək ünəyinin elgim ünəyim oğru tahan bilən törər elbək ületdən alallar. Al kurduk bugünkü sayılık beri ustar bilaga bihiye marxaga gələn tərəbət manna күндү дагыттыр убасы булак көрәшләр биһиге маркага келән турар сербитигер Ким Валерий Владимирович Халаер кайсы утыр келбит манна көргө курдук олус улахан серге үле көстү оргуяр манна маркоптан хагалан кукурузага тие бартын үндерделер ануха билеген биһиге сихилей кепсетиеппит билсиеппит мол курдук Валерий Владимирович биһиге ачылдыгар. Валерий Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про свое занятие и с какого года вы начали заниматься этим? Фермерским хозяйством я в единственном лице, пока дети были маленькие, начал заниматься в 92 году. А потом уже, когда дети выросли, в 2010 году сын, дочь, потом в 96 году второй сын тоже открыли фермерское хозяйство. И вот мы сейчас на этой территории, ориентировочно больше около 160 гектаров занимаемся овощеводством открытого грунта и закрытого грунта. То есть, получается, с 92 года вы занимаетесь здесь овощеводством? Да, да. Прямо сейчас мы стоим возле чего? Здесь посадка моркови, участок. Морковь сорт Кисена, голландской селекции. Очень хороший сорт, урожайный. Ну, корнеплоды ровные, гладкие, пользуются товарным спросом. А что у вас еще что здесь вообще в общем растите? Расскажите про это. Ну, параллельно садим свеклу, кукурузу, капусту. В теплицах садим огурцы, помидоры. Ну, там были немного баклажанов, кабачки там на улице. Ну, так, для разнообразия. Чем больше разнообразия, тем больше заработка. То есть, получается, вы когда весной начинаете свою работу? Посадку рассады начинаем еще в начале марта. В конце февраля капусту начинаем садить в начале апреля. Кукурузу в феврале. Помидоры тоже где-то в феврале начинаем. Огурцы чуть попозже. Мы сейчас увидели ваши морковки. То есть, получается, через неделю-две вы уже начнете их собирать, да? Да, да. Ага. Ну, выборочно будем уже реализовывать. А как в этом году у вас вообще, думаете, растет огород? Урожай? Урожай хороший в этом году. И погода, с одной стороны, была хорошая, немножко дождливая. Когда окружающая среда влажная, то и растения растут намного лучше. И меньше расходов на полив, на орошение. Жа букурдугаттан күндү доготтор үлеттен барта турар болдагы деп үле багата күстә хулегитлар ол кибигенәттен букурдук манна әлбәх үнәе бар болдагы. Антон, вот сейчас давайте мы приблизились к чему? Что это? Кукуруза, золотой початок. Сорт. Очень урожайный, сладкий. Ну, сейчас тоже так выборочно убираем. Ну, основная массовая уборка тоже будет чуть попозже. Через неделю. А вы, получается, с какого года растите кукурузу, выращиваете? Ну, уже лет 20. Если с 92-го года мы здесь занимаемся сельским хозяйством, это получается сколько лет? Уже больше 30 лет. Последние. То есть, получается, почти сначала? Да, да. Экспериментировали то одну культуру, то вторую, то третью. Вот потихоньку добрались и до этого. А вы на кукурузу семена откуда берете, покупаете? Да, покупаем голландской селекции. Все семена голландской селекции. И морковь, и кукуруза, и капустные семена. Потому что там они сорт хорошие, качественные. И
вид у них товарный. Вот как мы видим, место выращивания кукурузы у нас вот такое. Тут где-то 10 грядок, и протяженность у них такая вот, я смотрю, и она до конца идет, да? Да, где-то 300 метров. Ну, это так, посадили для разнообразия, чтобы побольше было разновидностей. Ну, урожайность хорошая кукуруза, и спрос тоже хороший, поэтому продукция... Спрос хороший, да? Да, выгодная. Также временно, сезон, где-то уже в конце сентября уже ее не будет, все заканчивается. А вот, например, вот с этого места вы сколько кукурузы получаете? Сколько кукурузы получаете? Ну, если в штуках, то, не знаю, 1000, наверное, по чатках. А если в тоннах, ну, то умножить надо на 300 грамм. Ну, порядочно. А как нужно следить, ухаживать за кукурузой? А самое основное это полив. Здесь полив капельный, все вот под пленкой. А вместе с поливом там и удобрением им этот питание, вот это минеральное подается. А прополка исключается, потому что все закрыто пленкой, сорняки не растут. И, ну, в основном основная процедура это полив. Основная процедура это полив, а удобрение какое? Удобрение азофоска. Азофоска растворенная там уже в емкости. Ага. Хорошо. Бу курдук жай убасы булдак доктор. Кукурузлар бит манны курдук угун хирге улахан хирге юнелдер. Онотон весь урожай вы осенью продаете или оставляете на зиму, чтобы продавать, или оставляете? Нет, просто до зимы не хватает это все. Вот, в течение осени это все уходит, все реализовывается. Ну вот морковь, кукуруза, ну капуста остается уже для сдачи в организацию. Да, вот до прошлого года мы сдавали в Горснав, в этом году под вопросом контакт с организацией, потому что они не платежеспособны, на крайнем банкротстве. Так мне объяснили. И большие долги даже перед нашими хозяйствами, перед мной, перед сыновьями. И перспективы директор говорит, что нету, что будут деньги. Поэтому это перспектива под вопросом сотрудничества. Хотелось бы, конечно, работать с ними, потому что удобно, с одной стороны. Пересортировали, загрузили, увезли. И не надо стоять там где-то объявлять, что продается такая-то продукция, то такой-то дешевле, чем у других. Ну, там все проще. Но основная проблема из-за оплаты, потому что в течение осень 25-го, весна 26-го мы сдали порядка 200 тонн картофеля, где-то тонн по 30 свеклы с моркови, и половину суммы не оплатили, там где-то почти 2,5 миллиона еще больше. А и тогда как быть? Ну вот, я не знаю, это где-то на уровне или администрации, или какой-то комиссии надо решать. Потому что если у них сейчас денег нету, я не представляю, как они будут работать осенью. Потому что это заготовительная организация, которая стоит на контроле Министерства сельского хозяйства. И находясь без денег, чтобы рассчитываться, закупать, просто я не представляю, как это будет. Ну, чтобы начать работать с нами даже, это нужно с нами сначала рассчитаться за прошлые долги, а потом уже будем дальше оставлять. Ну а так, конечно, мы будем собирать, сортировать, готовить. Я думаю, зеленая полоса наступится. Вы просто тогда надеетесь на это? Да, я надеюсь, что там что-то положительное решат. А если не решат, тогда уже другой рынок будет. Ну, город это как бездонная бочка. Можно любой объем здесь реализовать, только надо знать, где это все. Сөп, жай доғыттар бұл күрді қонтын бейге морковь бұтын
көрдүбүт, кукурузабытын көрдүбүт, антон биһиги билген салгы бар нистек битне ону номно эһиги көрөнлөр болуп тахыт. Бу кахайстыба капустаны эме олы сэлбак үндерет. Расскажите про капусту. Какие сорта? Капуста для длительного хранения. Ранние сорта мы не садим. Именно для длительного хранения, чтобы она до весны, до мая месяца лежала как в таком первоначальном виде, как сейчас на грядке. Сорт называется Коля. Коля F1. Коля. Да. Как имя капусты. Очень урожайная капуста. Вид товарный вообще. И урожайность хорошая. А тут вообще, что получается, как вы, удобрение у вас какое? Как вы вообще следите за капустой? Капуста, из всех культур капуста самая трудоемкая культура. Это нужно вырастить рассаду. Значит, в первую очередь, конечно, купить семена хорошие, качественные. Потом вырастить рассаду. Это тоже такая долгая процедура. Потом это все, не знаю, там, если на 1 гектар высаживается 35 тысяч корней, это если вот, грубо взять, на 10 гектаров, то 350 тысяч корней нужно высадить. Где механически, где вручную, ну, так, по максимуму, чтобы побольше выжило. Там, параллельно и полив, это все под капельным поливом. Да, потом еще самое, не самое, но очень трудоемкая работа, когда уборка идет. Это тоже все вручную. Каждый качан нужно отрезать, это вычистить. Потом это все, в сетки, в мешки, это все затаривать. Потом уже и вся эта процедура происходит, когда уже начинает наступать холода. Нулевая, плюсовая, но где-то близко к нулевой температура на улице. Эти остальные культуры, картофель, вот этот кукурузу, мы стараемся пораньше брать, а вот капуста самая поздняя. Хорошо. Сөп жай убасы болдақ көрәштер білген бігеген бұлғасы ұйқы тұқты бұд. Ол кәнеттен бері бит салғыныға бігенік түрі бірге оларын өсі дағына салғы қортуысқан, онатын теплесе үләтен қамнағын туғынан бігеге білсек бет сайылық бері сағына саналы көрдіреймер компания қаналған. Жайты күрді күлгасы ұйқы тұқты бұл кәнеттен төнінді бүйті. Бұл кемген бігеге қанал бұтығар сайылық бері бит салғаныр. Ол күрді сағында бұд бігеге марқыға киімнер християнсқа келбеске қайсыларға келен тұры бұд. Мұнда кемнер араз, оғыру тұғын киімнеріндер. Ұйқа жабігеге ұйқы тұқты кенің ұйқап күрәтчіліктен ұйқы керіптер. Поступил вопрос от нашего зрителя. Как вы спасаете свою капусту от насекомых червей? Для капусты есть специальные препараты, называются инсектициды. Их много разновидностей. Если какой-то конкретно интересует, если про мой телефон узнаете, я смогу вам подробно все рассказать. А сколько вообще у вас здесь сотрудников? Сколько людей работает? Здесь работает 10 человек на теплицах, на моркови, на капусте, потому что это розничная сейчас торговля. Поэтому, а так на картофеле в основном мы втроем, 2 сына и я втроем. Все механизировано, все на тракторах. И полив, и окручивание, и посадка, это все. Жаттан доғыттар болары күрдік, белдерін күрдік бейге атырчақ ебіт номно ортоланырыр, оттан бұл кемген оғыру таға кіра-кіралан ылылан сағылады. А вот как мы сейчас видим, за нами идет работа. Вы уже начали картошку выкапывать, и сейчас что за процесс проходит? Да, картошку выборочно выкапываем, и сразу ее промываем, потому что на рынке мытая картошка, она в 2 раза дороже, чем не мытая. И тем более ранее и цена у нее достойная. Поэтому и моем по максимуму, чтобы чистое было. Только с этой целью. И
людям приятнее покупать чистую, да. Но мне бы тоже было приятно покупать чистый картофель. А у вас вода отсюда откуда поступает? Вода в этом году было, половодье такое большое, затопило, много воды осталось на поле. Все вот эти низкие места, они затоплены, и воды в избытке. Раньше, когда в такие, нормальный ледоход проходил, и вода не заходила сюда, приходилось перекачивать, ставили насос на протоку, оттуда уже вот свои водоемы, озера, и уже отсюда Олус әлбәх энкрехиней огурот аха үндерлер оттан пипит курдук темор купутуттан кукуруза бутаттан саглан сүбөкүләгә помидорга суга тие барта үнер монотон бу крабы курдук бияга олус әлбәх теплица бар. Расскажите про ваши теплицы, сколько здесь теплиц и что в них вы выращиваете? В общем 24 теплицы, из них две теплицы для высадки рассады, зелени, а 22 теплицы под огурцы и помидоры. По 11 теплиц под помидоры, 11 под огурцы. Сейчас идет тоже интенсивная уборка, сбор помидоров и огурцов. А у вас эти теплицы, протяженность у них какая? Да, шириной теплицы 8 метров, а длину 80 метров. Все примерно одинаковой длины. Может быть, там на 3-4 метра есть разница. Жаттан бу эти растамы хортускавыт манна келле, он этот салгы эссе үле литылдар. Сейчас какой процесс работы проводится? Вот картошку помыли, сейчас работники будут это все укладывать в ящики, в пакетах, чтобы завтра с утра увезти на рынок на реализацию. На рынок, на реализацию вы завтра утром? Да. Ну, сейчас ночь, впереди ночь, никто не работает, а с утра уже начнут увозить. Каждый божий день картошка, да? Да, пока не закончится. Пока массовая уборка не начнется. Оттан бу күндү доктор көрүбү курду хортоскабыт билден турартын айдар хортосканы маннык растылдара олус астык болнага дей онна билден туру бу мана какты бар баккагын бең суягын онна бугран сагылдыгын сибихей айдарче хортосканы бу курдук бихеха үлебеготе ыйтылар и например за один вечер вот вы отмыли картошку и сколько ящиков, сколько килограмм получается? Это в зависимости, сколько накопают, все зависит от урожая. Если вот на данный момент где-то ориентировочно еще все не затарили, но мешков 15, наверное, накопали. Уже помыли немного, осталось 2-3 мешка. А если сравнить с прошлым годом, то какая картошка в этом году? В прошлом году хуже была, чем в этом. В этом году сейчас еще тоже рановато, но зато она в цене стоит намного выше, чем когда через неделю уже будет цена не та же. Да? Ага, хорошо. Бу курдук беги хортоска растагына онна атыга билимнәһенен беги билистебит салгы беги теплицелер билин көрөм надо. Сейчас мы пойдем посмотрим теплицы, да? Расскажите, а вы вообще пользуетесь субсидиями, грантами? Да, конечно. Субсидию выделяют на овощи открытого грунта. На закрытого грунта нету субсидий. Если бы не было субсидий, не стоило бы заниматься, сам процесс был бы убыточный. Законы, по которым мы даем, они соответствуют расходам. Только это субсидии, Занимаетесь, да? Ага. Сөп, жада ғоттар тұн беге білген бұл намного теплисе бітігер кәділі бит. Теплицелер бітігер. Это
здесь получается огурцы, а там помидоры, да? Да, да. Мы в какую теплицу зайдем, посмотрим? Вот в эту зайдем, да? В любую. Давайте зайдем, посмотрим. Билегенджа, беги кирен көріп, падимын, да? Кирен көріп, қайын, бұл теплицемен. Мандак, альбақ. Огурцулар было выдавиться. Она, как вы здесь ухаживаете, как вы поливаете? Полив тоже капельный, все под пленкой. Это с весны, когда происходит высадка рассады, сразу укладывает капельную ленту и накрывает пленкой, чтобы сорная трава не росла. И основной процесс, чтобы посынковать, листья обрывать. И вот если они вытягиваются, то их спускать, чтобы вверх не тянулись. И полив. Главное, чтобы земля была постоянно влажная. Чтобы, огурцы, они сами по себе, я не знаю, процентов 70, наверное, 80 состоят из влаги. Ага. Поэтому и постоянно им нужна влага. А вы вот капельный полив сказали, да? Да. Капельный полив находится у нас внизу. Да, под пленкой находится. Под пленкой, да? Да. Ага. На каждой грядке по 2 ленты проходят. И с озера закачивается вода, вот в эти капельные, и она там Полив. медленно капает, и все 100% там хорошо происходит. Труба. Ага. Все. Вот получается, а огурцы какого сорта вы выращиваете? Огурцы Разных сортов, Да, да? да. Или все это один? нет, разные сорта, тоже экспериментируем. В каждой теплице там свои сорта. Есть такие, как вы видите, огурцы, они такие длинные, есть корнишоны для засолки. В общем, много сортов. Ага. Давайте пойдемте. Ага. А тут был билет огурцу сорт. Вы вот, получается, управляете хозяйством, ведете фермерское дело на протяжении 30 лет. На 30 лет. И какой сорт огурцов стал лучше? Как вы думаете, какой сорт огурцов наиболее лучше? Нет, такого предпочтения вот на какой-то сорт их очень много разновидностей, поэтому трудно сказать, какой сорт лучше, какой хуже. Все зависит от того, как вы сажаете. Качество, наверное, всех одинаково. Урожайность. А теперь, получается, мы сейчас идем смотреть ваши помидоры. Да. А помидоры тоже разного сорта, получается, тоже да? да. Некоторые, вы ранее говорили, что некоторые зеленые, а некоторые красные, да? Нет, есть желтые сорта. А, желтые. Да, есть красные. Желтые помидоры, да? Они где находятся? Ага. Все. Зерэ доғыттар сантауыт бігеге беремет сайылы бере ағас тергеулелер. Все. Зерэ доғыттар бігеге салғы. Ото білден тұры серия болмағыр. Үлі серия қағаттағыда күн. Сөз тұрыңыз өтбарасы болға болғаны. Үлі көштеріңер, бұл ұқтауғын сақа сетін ұқтауқтарын бұл. Оғырсуының помидорынан бартынан қачен олығы болықтары. Зерэ, давайте зайдем, посмотрим помидорчики. Зерэ, расскажите про помидоры. Помидоры, основная уборка не началась. Первые уже недели-полторы, наверное, как вот ранее созревшие собираем, а так в основном еще зеленая масса, вот она вся еще висит. Сам процесс тоже недолгий. Еще 2 недели, и здесь ничего не останется. Все. И куски тоже все будут такие голые. У нас также в каждой теплице получается капельная. Да. Капельный полив. Да, здесь тоже все под капель. Потому что вручную поливать там через шланги, это нереально в таких объемах. Поэтому все под капель. Ага. Сеп, зер дағыттар білген бейкіл газ өгейкі тоқты бұд, оны тұрды бұд қағайсты бұд, ұнрат етер бар ектік бейгінен білге олу.
Сәбзер дағыттар кылгасы гойка тохта бол кәйттен беге беребит салганар. Беге жаттан бу кимнар хайсты булара олус лаханеләрдә әтә турдак бит. Жау курдык бир түгәттен бир түгәгә гәрәсе дагы тимер көлен айынан тиелик бит аны хаҗаттан беге белгин бар сәбит. Онна кортуска дагы алар тулларын тон сүрен база курдык булар буллага дип. Антон белгин опсайдан. Расскажите, вообще занимались ли вы скотоводством? Лет 20 назад, ну, когда полей было меньше, было больше свободного времени, был эксперимент, заводил коров, заводил свиней, ну, так, чтобы разнообразить рацион, было свое мясо, молоко. Но потом с годами это поля расширялись, объем работы увеличивался, и просто на это уже не хватало времени животноводством. И так потихоньку все и перестало существовать. А так конкретно занимался. Хотелось, но это не мое. У нас у корейцев растениеводство в основном это, наверное, в крови. Вот вы же сказали, что вы кореец. Расскажите, как вы приехали в Якутию? Когда это было? Да, это было в 85 году. Я закончил институт на инженера-механика, учился, жил в Узбекистане, там рядом с Ташкентом. А здесь у меня жил брат двоюродный, работал в Якутэнерго. И он приезжал в гости, и он видел там реальную жизнь и не агитировал, но так популярно объяснял, что здесь в Якутии советская власть еще существует. А в Узбекистане тогда абсолютно все, каждый шаг, коррупция, не коррупция, взятки, не взятки. В общем, нужно было платить за каждый шаг, поступить в институт, там, устроиться на хорошую работу. А здесь, вот как мне объяснил брат, если голова на месте, то будешь продвигаться и по службе, и жизнь свою наладишь нормально. Поэтому я и приехал сам. В 85 году, получается. Да, в 85 году вы приехали и сразу же начали заниматься этим, да? Нет, в 85 году приехал и устроился в мелиорацию работать. Управление эксплуатацией растительных осушительных систем называлась организация, вот под Маганской горой. Устроился механиком. Там карьера так слишком быстро пошла. Через полгода стал главным механиком, через полгода стал главным инженером, потом еще через полгода стал директором подсобного хозяйства. Тогда такой период был реорганизации, перетрубации. И в итоге там организацию как подсобное хозяйство ликвидировали. И параллельно сразу же я перешел на фермерское хозяйство. И с этого все началось. С этого, получается, все началось. Ага. Жабиге номно келлибит и яхтахир битигер, он там билигин манна тохтан барамыт түйөктайик. Ага. Сеп жараттан бу кахайстын бут нолус лаханеле бит онтон яхтах сеп битигер келеммит биги билигин бит онтон манна катяхтан ада дияны бу бачча улахан сири көрөргө истерге олус элбах көлө темир көлө техника надо бага буллага деп. Расскажите в общем про технику. Техника вся стопроцентно своя техника, все купленное на свои деньги. Кое-какая техника была субсидирована, но на данный момент 5 тракторов МТЗ у нас, 4 грузовые машины, 2 фургона. В общем, полный комплект, чтобы автономно, ни от кого независимо работать. Жары доғыттыртын бұл көрілбі күрдік бігейға олыс әлбәқтірақтырдар, көлілер, масыналар бағалар, онуға бігей бұл қағайсы бұл. Ким қағайсы болырғыр, манна аға оғылырын кітірілерден әрдеті тұрдақ бұтын оға бігейға білген олыған ол мандатты бұтығар бар. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, с детства вы же занимаетесь этим? Да, с детства занимаюсь.
Потом, ну, летом приезжали на прополку, Улаханов. Ага. делали прополку, потом со временем научился ездить на тракторах, и в 2010 году Ага. открыл ИП и тоже стал главой крестьянского фермерского хозяйства. Вот и так началась моя деятельность. Расскажите про ваши транспорты, трактора. Подойдем? Ага, давайте. Посмотрим? Ага. Давайте. Подойдемте, посмотрим. В общем, у нас в автопарке, так Да, да. скажем, Ага. 2 МТЗ-82, 2 МТЗ-1221 и 1 МТЗ-1020. Вот, 82-е у нас используются, они таскают картофелекопалки у нас по осени, Ага. окучники, вот этот с тонкими колесами у нас трактор для междурядной обработки, чтобы грядки не топтать. Сейчас тут прицеплен тоже окучиватель. Вот, на этом мы еще таскаем опрыскиватель, делаем удобрения, опрыскиваем поля, короче. Вот. Этот у нас используется, ну, по большей степени в хозяйстве, так что перенести, вон водовозку потаскать, или еще что-то. Давайте пойдем туда, покажу. Здесь у нас стоит трактор 1221, самый мощный у нас автопарк. Таскает он у нас большой комбайн, ну и все навесное оборудование тяжелое, с которым справляется только он. Там гребли-образователи, 4-корпусной плуг, все делается на нем. Этот у нас сейчас зацеплена ботвокосилка. Скоро начну работать, выкашивать ботву. И в дальнейшем уже и ботву не сбивали сильно. И не засыпали картофель. Вот уже все подготовили, все к работе он готов уже. Сейчас ждем конец августа и начнем уже работать. Вот. То есть, получается, вы на всех этих техниках строев только работаете, да? Да, прыгаем с одного на другую руку, ну, в зависимости от работы. Получается, вы, отец и ваш брат. Брат. Вот мы на ней, на этот, втроем работаем на них. Вот этот у нас тоже используется по хозяйству, фронтальный погрузчик. Ну, им отсыпаемся землей, переезды засыпаем. Вот в этом году нас затопило, и много работы вот он нам сделал, чтобы засыпать дороги и был проезд к дальним участкам поля. Сөп жерде оқтар тегурдук бихиге темир көллер бит, транспорттар бит, техникалар бит, өллерин хамнастырдыгынан бихиге билисте бит. Онуттан когда вы купились? Давно, да, уже? Это давно уже, да. Самый первый трактор, 82-й, купили, по-моему, где-то в году в 10-м или в 11-м. Вот мы его приобретали. Ну и со временем уже так постепенно остальные начали приобретать. До этого у нас были МТЗ-80-е старые года. Вот, и со временем обновили все это. Ага. Сөп, жаттан бихиге салгы баран ехтейн. Үлі бәғаттан жақсы дағаны көстік өргүйер бәға болдыға деп. Кем үлелер ол ахыр диентен делага тилбетага, оннан бу хахайсыбага огуру тахан олордоннор, үйнәйләрен тон үчүгедик көрдөктөрүнө сехтерден өлгөмнүк үйнөөгө деткендерне берке билелер. Онан кара хырсырдатан кихәңе дере манна олороннор үрдүттен кенлер үлелилер, көрөллөр, истеллер. Оннан ахынан үйөлүнөн жоно әлбәк киһине хатчер булып тахтар. Сәбәттән инде салгы баран истәхтекне манна база деньги калабит. Бу базаны кенлер автарын үйлерин караяр курдук туганалар тутталар. Ол инде бүкене гыйлыкта. Вы транспорт как покупали, закупались, субсидия, помощь какая-то была, да? Ну, я не помню. Первые трактора это в 2010 году, когда брали, тогда была субсидия. А потом уже сами уже только на свои деньги. Ну, по факту как получается? Вот, лето, целый день, все лето работаешь, осенью начинаешь реализацию, до мая месяца какие-то деньги копятся, а к сентябрю ничего уже не остается из этих денег. Потому что на все, что накопленные деньги, вот покупается горючее, трактора, там машины. Ну, для того, чтобы процесс не останавливался, весь цикл без проблем.
Его осенью, с 1 сентября уже без денег, которые вот в течение года зарабатывали, остались. Ага. Все. А теперь, Валерий Владимирович, куда мы сейчас подошли? Сейчас мы подошли к складу, где храним в течение всей зимы, холод, не холод, мороз, не мороз, все хранится в этом складе. Все, что собираем с поля, и в течение зимы происходит сортировка, переборка и реализация. Вот один фургон на улице стоит, второй вот здесь, вот, теплые фургоны, на которых развозим все это в течение зимы. Про работу склад рассказывает ваш младший сын, да? Ага. Добрый вечер. Добрый. Ага. Расскажите про работу вашего склада, как здесь все функционирует. Ну, мы все складируем в гибегах, собираем, грузим сюда, в отсеки. Вот. Потом там на улице стоит сортировочный вот этот, стол. Ага. Туда биг-бэг складываем, вот этот, насыпется картошка и все этот, мешки творится. А сейчас, получается, они пустуют же, да? И когда вы будете собирать осенний урожай, то это все, наверное, полностью заполняется, да? Все полностью заполняется. Ага. Даже вот можно видеть, вот в таких мешках они хранятся. Вот в таких мешках. А это что там лежит? Это биг-бэги. Это у нас... в таких все хранится. Ага. А вот, например, у вас, получается, все заполняется, и до какого момента это все стоит заполнено? Все это перебирается, там сортируется где-то до марта месяца. До марта месяца. Ага, до марта месяца получается, да? Ага. И как вы все сортируете? Вот транспорт какой-то стоит. Да, вот два одиночных погрузчика. Ага. Вот мы поддоны складываем, готовы уже в мешках. И машину грузим, и все грузим туда. А здесь тоже, получается, работаете только втроем, да? Или еще есть Ну, помощник? бывает помощник. Только вот это. А вы сами с какого возраста к этому делу приобщились? Ну, С самого рождения, да? С самого рождения. Ага. Что больше всего вам нравится в этой работе? Не знаю, да, как обычно. Как обычно делаю, да. Ага. Сөп жадағыттары бұл күрдік склад база өлетін туғынан бігеге білді бет. Білген әме қылғас тоқты бұлға барабыт, ол кәнеттен тән нефбет. Кылгасы көйкі тоқты бұл кәнеттен тән нефбет, бері бет темектер түйіме ғырықтын бет доғыттыр. Ол тұғыры бігеге склад бұдығар склад бұдыттан тақсалик бет, онытын бұл. Расскажите про ваш склад, когда построили и материал из чего? Склад начали строить в марте 2012 года, и к ноябрю 2012 года мы его подняли, построили вообще под замок. В течение лета вот даже мои знакомые вот по дороге ездили и между собой спорили, успеет построить домородок, не успеет. В общем, вот такие слухи до меня доходили. Ну вот в 2012 году построили, это уже на сегодня, уже 14 лет он стоит. Но где-то ремонтировали, где-то, все было. Где-то меняли, и доски меняли, и металл меняли. Ну, а так, в общем, ему еще стоять и стоять. Здесь, на этой стороне газа нету, поэтому отопление, вот 1000 квадратов, высота 6 метров, это, чтобы зимой температуру держать, плюс 3 градуса, бывает, что плюс 1, но не ниже. У нас стоит калорифер на отработанном масле. Один. Вот когда уже до минус 40 на улице, мы не отапливаем, ничего не обогреваем, потому что внутренняя температура вот, овощей она поддерживает. А когда за минус 40, уже включаем его. Бывает За минус 40 включаете, да? Да, когда за минус 40. Один раз через 3-4 дня, через 3-4 суток, на часа на 3-4. Вот эта температура, из-за того, что помещение герметичное, выхода тепла нету нигде, и теплое само по себе, поэтому тепло держится вот на несколько дней.
А когда за минус 50, тогда уже чуть почаще может. Ну, не было ни разу, чтобы что-то подмерзало или там. Первый год или два, по-моему, когда еще не освоились, когда продукция лежала на полу, было что-то там подмораживало. А сейчас все на поддонах, все оторвано от земли, поэтому заморозка, подморозка исключается. А основное топливо, отработанное масло, в городе его некоторые не знают, куда девать, практически получается, что бесплатно. Если бы было бы газовое, я не знаю, там, наверное, точно трубу вылетел с этим газом. Все. Дердолтор беге аджумантан таксихаин. Пойдемте. Онытын бұл склад бұд. Жақсы дағына олыс кен коң әбет. Манна барта батар детях меня олаханның сыз бақ. Бұнытын все же помешается здесь. Да. Когда строили, думали, здесь сколько нужно чего вырастить, чтобы сюда заполнить. А оказывается, прошло года 3-4, а сейчас не знаем, куда это девать. Места не хватает даже. Прошлый год вообще не знали, под самый порог было все забито. В этом году, наверное, тоже так же будет, да? Да, урожай в этом году картофеля был. Так по внешнему виду хороший должен быть. И по погоде тоже дожди помогли. Поэтому тоже, наверное, будет проблемно немножко. Ага. А вот мы идем и смотрим напротив, какая-то стройка же идет, да? Да, это стройка. Это объект малой мощности, программа городской администрации. И под эту стройку там была программа городская, чтобы хозяйства, такие, которые более-менее стоят уверенно на ногах, смогли построить по своему усмотрению. Кто для выращивания ранней продукции, кто-то для выращивания рассады ранней. Вот наше хозяйство, вот мы планируем строить круглогодичную теплицу, утепленную, чтобы она и зимой тоже могла функционировать. Это в планах, а как получится, там уже только время покажет. Тогда, если у вас будет круглогодичная теплица, то классно же будет, да? Да, экспериментов должно быть много, планов тоже много, что там выращивать, как все внутри обостроить, чтобы было цивилизованно и по максимуму выдавало продукцию. Может зеленью, может клубникой, может выращивать семенной элитной картошки. В общем, планов много. Там по ходу дела будет видно уже, чем заниматься конкретно. На стадии где-то 50% металлоконструкция в основном собрана. Сейчас осталось обшить его с двух сторон сотовым поликарбонатом. Все лежит, все закуплено. Просто нужно время, хорошую погоду. И потом отопление, освещение. Постараемся до Нового года все это запустить, а там уже видно. То есть, получается, вот мы стоим напротив будущей теплицы. Да. А вот это что получается? А это мы планировали построить офис и магазин для реализации своей продукции. То, что здесь, чтобы разнообразить реализацию, не просто сдавать там куда-то в организацию, а у себя на месте здесь нужно было реализовывать. И сразу здесь и офис, чтобы все бумаги, вся документация здесь лежала. У нас телезрители спрашивают, а как вообще можно купить вашу продукцию, ваши овощи? Откуда можно купить свои? Не с первого, где-то с 15 сентября, когда уже основная уборка завершаться. Когда бывает 15 заканчиваем, бывает и 25 сентября заканчиваем. И после этого в любое время постоянно здесь ворота открыты, мы постоянно здесь находимся. У нас начинается процесс сортировки. И в течение 24 часов все это время бесплатно. Давайте напомним, где мы сейчас
сейчас находимся? Мы сейчас находимся в районе паромной переправы. Через дорогу улица Заимка 15 стоит дом. А наша территория просто называется как склад. Сначала дали адрес Марфинка 3. Потом вот почему-то переименовали его просто в склад. В любом хозяйстве, в любом деле, в любой работе есть не только положительные стороны, но и отрицательные. Какие у вас проблемы, какие у вас могут быть трудности? Трудности, ну, я не сказал бы, что с самого начала, когда в 90-х годах получали землю, там было проще очень. Все, эти сотрудники земельных служб шли навстречу, там помогали оформлять документы. А сейчас на каждом шагу, вот какой шаг не сделал, везде отказ. Я уже, наверное, 50 отказов. И последние 4-5 лет только через суды удается оформить землю, получить себе или в аренду, или собственность. Вот. На данный момент, вот, когда была пресс-конференция Путина в Москве, вот, перед Новым годом, он открытый эфир, как прямую трансляцию, я 2 раза писал туда, 2 раза приходил ответ, но здесь так все хитро закручено, что, что концов не найти. Ну, и только через суды. Пусть позвонит. Последние, даже вот на прошлой неделе тоже получил отказ на участки, которые никогда никому не нужны будут, никто там ничего не сможет сделать, потому что там бывают года, вот как в этом году, находятся под водой, и там космические съемки, когда вот в 90-х годах их не было, а вот потом начали это все применять, и смещение получилось координатов, и тоже вот, уже не знаю, не удается это все поставить на место. И там еще один участок передавали то мне, то дочери, в конце концов он остался, ну, небольшой, там 2 гектара, бесхозным, и вот он посреди поля торчит, как бельмо. И получается, что я на нем сажу на незаконных основаниях. Тоже неправильно. И никакой поддержки я не вижу ни со стороны земельных служб. Ну, управление сельского хозяйства, они, наверное, все, что могут, там делают, но они могут только написать, там, походатайствовать и все. А так на законных основаниях нет никаких движений. Вторая проблема с оплатой выращенной продукции. Вот. В городе существуют 3 заготовительные организации: Урожай, Горснаб и Потомфлот. Почему-то вот, Урожай платежеспособен, с ними приятно работать. Вот, наше хозяйство работает с Горснабом. Вот уже в течение 2012 года мы работаем с Горснабом. И вот не было такого, чтобы они не могли с нами рассчитываться. А в этом году задолжали, где-то больше 2 миллионов до сих пор мы не можем получить. А эти деньги нам нужны вообще для ведения хозяйства. Даже вот сейчас начнется уборка, и голова болит, где взять деньги. А у них нету денег, говорят, нету денег, не можем ничего. И, я не думаю, что проблема такая безвыходная, потому что Горснаб — это создание городского округа, они его создали вместе с Министерством сельского хозяйства. И так, чтобы оказались они на грани банкротства и пустить на самотек, я тоже думаю, так не должно быть. Приходится просто ждать и надеяться, что все нормально там примут решение, да, и быстро все решат, рассчитаются с долгами, и мы начнем новую продукцию сдавать вообще без проблем. Вот и 2 основные проблемы. А то все равно есть проблемы, трудности, но все же вы этим занимаетесь. И это же колоссальная, большая, огромная работа, большой труд, и оно приносит свои плоды.
особенно в сентябре. Ага. И что вы посоветуете молодым специалистам, молодым людям, которые хотят начать свое дело такого рода? Если кто-то решится начать дело, это однозначно 100%, что все гладко не пойдет. Будут трудности, будут какие-то проблемы. Но в любом случае не надо останавливаться, не надо бояться, все надо идти вперед, вперед, вперед. Только тогда можно добиться чего-то. Отон чахчы даганы үлелир кихи барта үлелир кихи бартын сетер үлелир кихи хабартатын табыллар ден делега телебетега онун ылың тоюң ылың жарыгырык доготтар каян бартыгар ылсын сеп онотон получается вы сказали что любые кто угодно может подойти к вам и купить овощи. Да, без проблем нет. Нету здесь различий ни в национальности, ни в возрасте. Даже бывает так, что без денег приходит, мы и такой категории людей тоже можем так просто отдавать. Поэтому никаких проблем. Сеп, ага. Жара доготтор бугурдук олус интерехине олус үлелир үләне өрү тутар хахайстыга беги бүгүн ылжыттаатыбыт кийимнар жабу ага кеhe оголорун кытары үлелерин хамнастарын беги билесибит бу бартын сөкөрдөр бөтүбүт наха улахан наха албак сердердә олус албак огротаста кастыһернен кортоскала кастыһернен арас үнәйләрдә мону беги хомуюхин биребит тибетәсендәтәргә Манан беги бүгүнгү берибит түмүктеннем хас сырдаксын ки хасеттен арчастан сайлык берине көтүппекке көрүңден ыңырабын доттар.